14 декабря Европейский Союз дал зеленый свет интеграции Грузии, предоставив статус кандидата стране. Как быстро Грузия сможет стать членом Европейского Союза и чего вообще ждать от этого в Абхазии и как это скажется на взаимоотношениях Грузии и России, об этом поговорим с политологом Николаем Трапшем. Итак, поговорим о решении Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Как вы отреагировали на эту новость? Думали ли вы, что так быстро это произойдет? В данном случае я очень спокойно отреагировал на эту новость, поскольку есть масса примеров, когда это решение абсолютно ни к чему в краткосрочной или даже в среднесрочной перспективе Европейский Союз не обязывает. Такое решение по Турции было принято уже больше 20 лет назад, но Турция по-прежнему не член Европейского Союза. Поэтому здесь речь идет о том, что Грузии, как и некоторым другим государствам, выдали некое моральное поощрение за правильную позицию, но это не означает, что решение этого вопроса состоится в ближайшей перспективе. Ну, за это моральное поощрение Грузия должна будет что-то тоже взамен сделать? Нынешнее грузинское руководство очень грамотную политику проводит. То есть, с одной стороны, формально по большинству вопросов оно показывает поддержку Соединенным Штатам Америки, Европейскому Союзу, своим западным партнерам, но при этом в тех вопросах, которые критически задевают ее интересы, Грузия отстаивает собственную позицию, но делает это не в плане какой-то конфронтации, а в плане того, что, сложились обстоятельства так, вынуждены мы так действовать. То есть, вот само это решение, несмотря на то, что Грузия не присоединилась к санкциям против России, оно свидетельствует о том, что Запад такая позиция устраивает. Поэтому и появилось поощрение. То есть здесь в данном случае можно сказать, что грузинской дипломатии, грузинской политической позиции можно высказать своеобразный респект, потому что они сумели и свои интересы соблюсти, но и при этом не испортить отношения с Европейским Союзом. Но в самой Грузии это положительно было воспринято. Они считают, что это новый этап на пути интеграции с Европейским Союзом, хотя последнее время мы наблюдали такой прагматизм в отношениях России и Грузии. Была такая надежда, что все-таки Грузия может в какой-то степени отказаться от такой интеграции. Но сейчас что-то изменилось, на ваш взгляд? На мой взгляд, ничего не изменилось. В Европейском Союзе не принято прагматизм выставлять на показ. Не получает Германия газ по северным потокам, она его получает в форме сжиженного газа из той же самой России. И никого не смущают там все эти уже перевалившие на второй десяток пакеты санкций. Точно так же никого не смущает то, что правительство Австрии выступает против ускоренного членства Украины в Евросоюзе, хотя, казалось бы, это общий политический тренд. То есть здесь, если ты не демонстрируешь какую-то публичную фронту и не пытаешься показать Европейскому Союзу, что тебе принципиально чужды его установки, то можно все облечь в такие формы, при которых будут и овцы целые, и волки сыты. То есть Грузия с этой задачей прекрасно справляется. И, в общем-то, периодически, звучат какие-то мысли о том, что хорошо бы присоединиться к санкциям, но Грузия все очень обтекаемо объясняет, и эта позиция до сегодняшнего дня, судя по последнему решению, Европейский Союз вполне устраивает. А то, что в самой Грузии это позитивно воспринято, это совершенно очевидный факт, то есть мы должны понимать, что для значительной части населения Грузии европейский выбор на сегодняшний день альтернативы не имеет. Хорошо это или плохо для Грузии, или для ее соседей, или для России, это вопрос, который распадается на множество мелких аспектов. Но сам тренд, он сомнений не вызывает. И коль скоро есть поощрение на этом пути, соответственно, это вызовет благоприятную общественную реакцию. Но помимо общественной реакции, в Грузии говорят о том, что это в финансовом, экономическом русле открывает новые возможности.
Для того, чтобы это открыло новые возможности, нужно иметь конкурентоспособные отрасли производства, которые в рамках ЕС не оказались бы задавлены более сильными конкурентами. Здесь есть определенные сомнения, потому что на сегодняшний день я думаю, что совершенно не погрешу против истины, если скажу, что ни одна отрасль, производящая в Грузии, ни сельское хозяйство, ни обрабатывающая промышленность не конкурентоспособны на уровне Европейского Союза. Поэтому здесь ожидать, что какие-то преференции можно только в том плане, когда речь идет о выделении денег из общей кассы. Но с деньгами из общей кассы есть проблемы. Мы видели эти проблемы и у Венгрии, и у Польши, и однозначно, даже если Грузия завтра окажется в ЕС, мы увидим эти проблемы у Грузии. Потому что есть позиции, которые в европейской идеологии Грузия разделить на сегодняшний день не готова. Скажем, та же самая проблема гендеров, меньшинств и всего остального. Поэтому здесь излишне оптимистично, наиболее продвинутые грузинские экономисты и государственные деятели, и политологи не судят об этом вопросе. То есть это вопрос достаточно сложный. Понятно, что всем кажется, что вступление в ЕС моментально сделает жизнь такой же, как в ЕС. Но мы видим уже на примере стран Восточной Европы, что это не всегда так работает. Если мы посмотрим на ту же Румынию, она как была беднейшим государством Европы, так и остается. Вступление в ЕС никоим образом ей из кризиса выйти не помогло. Точно так же, как и многие страны ЕС, так называемый Южный пояс, и Испания, и Италия, и Греция, периодически испытывают серьезные проблемы, и до недавнего времени их спасало постоянное вмешательство крупных игроков, которые помогали экономически, то есть и Германии, и Франции. Но сейчас таких возможностей, прежде всего, у Германии нет. Поэтому тут в суждениях и оценках, наверное, стоит быть осторожным. Тут надо заметить, что у многих людей, которые в Грузии действительно владеют информацией, понимают суть процессов, они воспринимают какие-то пропагандистские клише, здесь оптимизм носит очень осторожный характер. Турция, например, десятилетиями ждет вступления в Евросоюз. Как вы думаете, повторит ли Грузия историю Турции, или, может быть, в случае с Грузией Евросоюз пойдет на какие-то уступки? Короткий путь, так сказать, возможен в этой ситуации вступления? Пока нет оснований считать, что возможен какой-то короткий путь, потому что Турция – это отдельная, понятно, проблема. Там слишком много линий, по которым есть противоречия, и которые требуют разрешения, начиная от того, что у Турции, в отличие от Грузии, есть региональные геополитические амбиции, которые она с переменным успехом реализует, и есть проблема мигрантов и много других. Но, опять же, это не означает автоматически, что у Грузии путь будет менее тернистым. Потому что здесь принципиально важно, что ЕС сам выиграет от присоединения Грузии. И пока каких-то далеко идущих даже таких политических или идеологических выгод для Евросоюза меньше, чем издержек, связанных с экономической интеграцией Грузии в европейское пространство. По поводу еще хочется поговорить о Грузии и Армении. В последнее время Грузию рассматривают связки с Арменией. Насколько вообще, на ваш взгляд, вероятно, что Армения тоже захочет стать частью Европейского Союза? Если у Армении сохранится нынешний политический курс, то одно из магистральных его направлений будет провозглашение тренда на Европу. А с Арменией все гораздо сложнее, там до конца не урегулирован армяно-азербайджанский конфликт, и совершенно непонятно, в каком направлении он будет развиваться. После артиллерийских орудий теперь заявили, что будут покупать у Индии ракеты. Соответственно, речь идет о том, что вполне возможно и новая горячая фаза, и в каком виде Армения из нее выйдет, предсказать очень сложно. Европейскому Союзу хватает проблемных активов и в той же Восточной Европе, поэтому здесь, даже если такое желание декларативно будет заявлено, то даже в сравнении с Турцией и Грузией у Армении путь в Европейский Союз будет гораздо более тернистым, и перспективу, даже описать
стать рубежом там в пару десятилетий вряд ли получится. Но у Армении есть сильная диаспора, на которую, кстати, рассчитывают некоторые, да, и жители и в Грузии тоже считают, что диаспора может способствовать вот этому процессу интеграции с Евросоюзом, с Западом в целом. В Армении действительно сильная диаспора. Другой вопрос, последние годы мы не наблюдаем критически возможного влияния диаспоры на процессы самой Армении. То есть здесь мы видим, что наоборот, интерес к Армении со стороны диаспоры не настолько высок, как кажется. И если Армения делает сейчас уступки в принципиальном и политическом, и идеологическом и в вопросе исторической памяти, связанной с армянским геноцидом, и диаспора, которая всегда очень болезненно воспринимала эту тему, реагирует крайне слабо на это, это показатель того, что для диаспоры интерес к Армении существенно упал. И здесь это вполне объяснимый процесс, идет смена поколений, и чем дальше мы отходим от событий столетней давности или еще более далеких, когда армянская диаспора формировалась, тем больше у этой диаспоры, у ее молодого поколения будет падать интерес к исторической родине. Это характерно для всех диаспор, без исключения. Поэтому здесь, как один из факторов, безусловно, позицию армянской диаспоры учитывать надо, но сказать, что она будет сколько-нибудь серьезно влиять на перспективы вступления в ЕС, я бы здесь поостерегся. А нам в Абхазии как на все это реагировать? Есть ли какая-то дополнительная сейчас опасность в связи с тем, что Евросоюз все-таки принял решение дать статус кандидата Грузии? В данном случае, я думаю, что реагировать нужно только одним путем. Нужно совершенствовать свое государство, усиливать отношения с имеющимися партнерами, прежде всего с Российской Федерацией, и работать на свое благосостояние. От того, будет ли Грузия именно в ЕС в данном случае, разве что в какой-то совершенно фантастической версии изменится привлекательность Грузии для абхазов. Я в это, честно говоря, не верю. А во всех остальных смыслах, последнее решение не меняет текущий политический курс Грузии, которая, с одной стороны, сейчас не настроена на скорейшее решение по-прежнему актуального для нее территориального вопроса военным путем, но в то же время нужно помнить, что куда бы Грузия ни вступала и где бы она ни находилась, на сегодняшний день никто задачу восстановления так называемой территориальной целостности не отменял. Поэтому пока не подписаны обязывающие соглашения, которые поставят точку в конфликте, любое изменение, которое происходит в Грузии, рассматривается через призму одного. Насколько оно в перспективе способно повлиять на смену политического курса Грузии. Последнее политическое решение радикально в ближайшей перспективе на смену политического курса Грузии не повлияет, на мой взгляд. И тем не менее есть ощущение, что Грузия пытается сейчас усидеть на двух стульях. С одной стороны, членство, интеграция с Европейским Союзом, с другой стороны, экономические контакты с Россией, они усиливаются. У вас нет такого ощущения? Есть такое ощущение, у меня есть ощущение, что Грузия не пытается, она успешно сидит на двух стульях, и у нее другой альтернативы нет. Это можно сравнить с ситуацией, когда у стула у нас 4 ножки, как правило, у обоих стульев 2 крайние ножки слегка подпилены, и для того, чтобы не упасть, нужно сидеть именно опираясь строго на 2 рядом стоящие ножки каждого из стульев. То есть здесь у Грузии другой альтернативы нет. То есть она в данном случае видит перспективу, когда слепое следование в фарватере европейских, американских интересов может привести к катастрофе, как это происходит с Украиной. Грузинское руководство, да и, можно сказать, грузинское население, которое голосует за нынешнее грузинское руководство, оно сделало для себя правильные выводы, пока, по крайней мере, из 5-дневной войны. И ясно, что
любая эскалация будет возможна только при каких-то таких тектонических сдвигах в грузинском политическом поле. Но пока Грузию данная ситуация вполне устраивает. То есть у Грузии есть определенный прогресс в экономике, у нее есть некая стабильность в текущих ориентирах, и ломать ее ради каких-то мифических целей, по крайней мере, нынешнее прагматическое руководство Грузии не будет. Поэтому оно будет с успехом сидеть на двух стульях. Пока получается. Спасибо вам. Спасибо, Николай Алексеевич. Спасибо и вам. Приятно было пообщаться, как всегда. С политологом Николаем Трапш говорили о том, что Европейский Союз дал зеленый свет на интеграцию Грузии с Европейским Союзом, предоставив статус кандидата стране. Такие были